Так, ну что, «Патруль», 7 сезон, 3 серия. Но прежде чем мы приступим, ребят, хотел бы попросить вас подписаться на мой Бусти. Вот так вот он выглядит. Здесь каждый день выходит контент, реакции на фильмы, сериалы. Лучше звоните Солу, «Сверхъестественное», 5 сезон. Самый топовый, да. «Глухаря» смотрим, неожиданно очень крутой, хотя и старый, но невероятно крутой сериал. «Ходячие мертвецы», «Выжившие». Это, ну, то самое крайнее, что вышло в 24 году. «Закон каменных джунглей». «Джанго освобожденный» посмотрели, тоже классный фильм. Ну и вообще. Кстати, ребят, чтобы вы понимали, на Бусти, чтобы вы понимали, 2026 реактов. Вы себе вообще это можете представить? Вы вообще осознаете масштаб? 2026 реактов на фильмы и сериалы. Подписавшись однажды, вы просто пропадете на этом Бусти и не захочете оттуда вылазить, что называется, потому что контента много, всегда есть что посмотреть. Так что всех призываю. Так, ну и давайте уже, ребят, давайте уже приступать. Ладно, ребят, пускай будет смешно. Я заклинаю «Патруль». А это кто? Это твоя внебрачная дочь. Кто? Твоя внебрачная дочь. Ну, что-то, конечно, они тут замахнулись. Дочь. Как я уже сказал, драматизму решили накинуть. Слушай, может, это ошибка? Какая еще дочь? Не может быть такого. Поверь мне, может. В конце концов, можно ДНК провести, экспертизу. Помнишь Шолпан? Это жердяйка, что ли, которая с нами училась? Усатая такая? Вообще-то это жена моя. Что ты дальше хрень на нее не наговорил. Ну это... Если честно, это чисто шаблон. Я так и думал, что что-то подобное произойдет, но это нормально. А это, про Аманбекова Шолпан. Ну это жена моя. А, то есть не Аманбекова, а Иманбекова. Ахал, все, не отмазывайся. Да. Прости, брат, ну, я ее такой помню. Столько лет прошло. Поменялась, наверное? Побрилась? Ну да, 40 лет прошло. Похорошела? Ну так, не совсем. Она просто за это время на 40 лет старше стала. Ничего страшного. Ничего страшного, кроме Шолпан, ты хотел сказать? Да нет, в чем тут это? Я вообще не говорил же. В чем твоя жена? Взяла и меня поставила. Просто я хотел узнать, кто мать моей дочери. Ну так ты дослушай. Помнишь, у Шолпан была подруга Карахат? Ты с ней еще дружил до армии. Конечно, помню. Вот, она и есть ее мать. Карахат. А когда она родила? Почему я не знаю об этом? Ну, когда ты в армию уехал, она подумала, что ты сбежал. Да не сбегала я В армию. никуда. Если бы я знал, женился бы. Ну, не знаю, просто потом, когда ты в Алмату переехал, она уже не смогла тебя найти. Тогда же сотовых телефонов не было. И вот она родила, дочку своей маме оставила, а у самой сейчас другая семья. Нифига себе, дочку бросила. Что ты раньше не говорил? Кукушка. Да я и сам не знал. Шолпан мне только недавно сказала, когда узнала, что ты вернулся. А Карахат просила ее не рассказывать тебе. Ну, а Шолпан не выдержала. Сколько лет прошло, поэтому она решила признаться. Ясно. И где сейчас моя дочь? Она здесь, в семье? Адрес есть? Вы, блин, полицейские. Пробить можно на изи. А тут еще и адрес. Массажный салон, мужской рай. Ой, ё-моё, опять что перепутал. А, на обратной стороне? Кстати, салон хороший, если сейчас сходи.
С окончанием нет? Че, халачно? Выспались? Так точно. Получили, да, удостоверение? Так точно. Да, у нас тоже. Или что там, бардың больница? Да, сходили, шеф. Че не видите? Ну, там пару ушибов дал. Шухов? Да. Да, он ушибов имеет в виду, вы же знаете уж. Ну, врачи сказали, ничего серьезного там. Да. Скоро умрет, говорит. Ничего страшного. ничего страшного. Ничего страшного. Ребят, теперь давайте по поводу работы. Система остается как в Алматы. Серик, ты у нас будешь сводным. Так у тебя точно. будет 20 подчиненных. О, Ну, напарником будет Волжас. Самая тяжелая патрулька. Шеф, хотя бы подчеркните, к сожалению. Шеф, можно я скажу? Нельзя. Шеф, я... Ты че гнидый? Скажи спасибо, что мы тебя взяли с собой. хера Шеф, себе. я вообще... Ты что, не помнишь, что ли, какой ты гнида был, когда начальником управления? О, да, помним. Тебе нельзя быть старше. Шеф, я вообще-то в туалет хотел уйти. Я думал, ты мне противоречить хочешь. Ладно, Серик. Но все равно он гнида же. Да. Потом сходишь. Серик, там на твоих подчиненных, оказывается, СБшники жалуются. Ой, разберемся, шеф? Да, наведи порядок. Ты же это умеешь. Конечно, так точно же. Так, теперь дальше. Медет, ты будешь у нас старшим участковым. Есть. У тебя будет пару подчиненных. Ну, напарником остается Едель. К сожалению, едали, подчеркните. Да, может Ой, быть. что, братан? Шеф, если у меня будет пару подчиненных, может, не надо едли? Почему? Че ж он будет самостоятельно, что ли, плавать? Уволиться хотел? Серьезно? Ты что, уволиться хочешь? Да не гонит он, шеф. Да он просто сам еще не знает. Я его уговорю, шеф. Ладно, Медиа, все имеет. Приказ есть приказ. Есть. Ребята, единственная просьба. Не подводите меня, пожалуйста. Шеф. Получается, вы сами даете, да, шеф? Под Не стволы. понял. Ну, вы же говорите, не подводите. Да. Я думал, сами даете. Медиа, за этим вот особо присмотр нужен. Сами знаете, да? Все, теперь свободно, идите. Блин, Едель у них как сын полка. Только такой умственно отсталый сын. Не выспался, бро. Почему? Потому что Ужас Ага всю ночь был с красавицей сегодня. Это ты сейчас про свою руку говоришь? Ой, выше, Серик. Там была такая красотка третьего размера. Ой, бай. Слышь? Близко было, что ее грудь похожа была на твой подбородок. Это случайно не вчерашний? Мне кажется. Да, они. Они сейчас по-любому, да? Какие люди? У них в Ой, подчинении вы, же. Алайсындар, алматинцы! Чего орете, блин, ребят? Можете хотя бы для начала поздоровайтесь по уставу. По уставу дейсің ба? Иә. Сен правильный болып қалыпсың ғой кәдімгідей, иә? Прям самый главный, на трассе ссать можно, а тут прям по уставу деп милашка болып қалған. Надеюсь, здесь нигде не сыте? Ят бала да? Байқаңдар. Кстати, до вашего приезда нам шеф сказал, и хархаровцы придут, скакуны. Да. А я вижу не скакуны, а секуны. Вы все сказали? Сейчас Я кто-то жду. отжиматься будет, мне кажется. Да? Просто сейчас новый командир взвода придет. Как-то будет неправильно в первый же день опаздывать. Может, пойдем уже? А вы уже қорқып жатсыңдар ма? Мал келген шығар, бір, түсінбейтінді. Да и вообще, Талга, у нас, знаете, все зводные, конченые ишаки. Олар басында сөйтеді. Адам болып, шен өскен сайын кісі болып, менсінбейді. И вообще, зводныйлардың барлығы бар ғой, мразь ғой, да? Брась, О. брась. Мразь вообще. Контужные бар ғой. Стопудово. Контужные, да? Блин, а что с переводом? Тут, короче, косяк, и вы видите, да? Они говорят на казахском, и перевод тоже казахский, а не русский. Ну, как бы контекст ясен и понятен, но небольшие проблемы, конечно, возникают. Вообще, типа, өзінше честный, да? Иә. Да, сондай ғой. Сондай бар солар взводныйларда. Ладно, бірақ я не хочу опаздывать. Да? Да. Бара беріңдер, уақыт бар әлі. Ну что, братан? Ну, я говорю, холод. Салам алейкум. Уалейкум салам. Слушай, здесь же курить нельзя. Плохой пример подаешь. И чё? Ты чё, наш новый старший участковый, чтобы так говорить? Брать, он вообще-то капитан. У
Медета какие звезды? По-моему, капитанские, а это всего лишь старший сержант, блядь, нихера себе. Там как бы субординации. Ничего, как бы, вопросов не возникает по субординации? Представь себе, да? Да ну нафиг. Здравия желаю, господин капитан. Господин. Поднимай. Поднимай давай. Сука, долбан Едель, блядь. Есть? Ешь, ешь. Да, шучу я. Почему курим? Да я А лучше бы он сожрал. Я знал, что вы придете. И переживал, как слова подобрать, что говорить вам. Тем более вы такой статный, оказывается. И такой красивый, кости местный. Ту-ту-ту-ту. Да ты у нас, оказывается, этот, да? Это слово забыл. Как Подполковник, ты Куда подполковник, на него посмотри. Подхалим. Вспомнил. Да нет, я просто к вам от души же отношусь, шеф. Кстати, я даже вам подарок Без мыла подготовил. лезет. А, ты настолько, что ли? Да. Ну, по-другому я не имею права к вам относиться. Вы парфюм любите? Бля, ребят, мне кажется, Едель там немножечко напрягся. Немножечко напрягся Едель, потому что, чувствую, его место скоро займет вот этот вот карапуз. Блин, тогда я часы сдам и вам парфюм куплю. Или хотите, и то, и другое куплю. В принципе... Эй, короче, давай сначала познакомимся. Тебя как зовут? Алим, Алим? А полное имя случайно не Подхалим? Алим как Бет, же я полное ваш имя юмор его. люблю, шеф. В смысле? Это первая шутка моя. Первая и самая смешная, которую я слышал. Ясно. Ну ладно, пойдем вовнутрь. Кто там? Вы заходите, Агендер. Я сейчас заказ жду и зайду. Слушай, Заказ, доставка, что ли? Екінші братан, походкаңыз мощный екен. он кот не кірме, он здесь ничего не решает. А, да? Больше не повторится, шеф. братан, тиіспеш, кіре берсін. Нормально. Да, братан? Еду, ты же охренеешь потом. Так, все собрались, сейчас новый командир взвода придет. А к этим двум лучше близко не подходить, потому что могут обоссать. Сейчас они тебя обоссат, блядь. Танысқойындар, Алматыдан келген скакуны. Скакуны деп қоймай, секуны. Еще, Джеки, прикиньте, өздерінің руларын білмейді ғой. Алматинец, у тебя какой ру? Mail.ru. Mail.ru. Айва. Так, шеф идет, шеф идет. Шеф идет. Так, равняйсь. Смирно. Вольно. Так, ребята, мне ехать надо срочно. Что-то я не пойму, а я что-то не понял, а почему Серик с Олжасом стоят в общем строю? Он же сказал, вы будете ротными, главными, у вас будут 20 человек в подчинении. Я думал, они просто так как бы отмалчиваются, да, чтобы потом эффектно как бы появиться, да, в роли начальников. А они также и стоят в строю. Что за херня? Много. Хочу представить вам вашего нового командира взвода, А, вот сейчас и случится. капитан Умаров. Шеф, в принципе, можно без официоза. По-свойски, а это Ермолова. Кірсен мен көтіме кіріп отыр ғой, или че мен көтім көре алмайсың ба? Оу, аяққа ассалаумалейкум деуге жылайын жоқ па, шама амандасып. А ты что сам не встаешь? Что не по уставу? А вы кто? Погоны открой. Новый старший участковый, значит, твой начальник. А, қазір кешіріңіз. Жоқ, братан, маған вегетарианец па? Вегетарианец, это кто мясо не ест. Білеміз ғой, тут жемегеннен кейін осындай болып қалған бейшара. Слушай, брат, ладно, не вставай. Жоқ, братан, нормально. Тұрамыз ғой, братан. Что-то сперва не выкупил, он Ты же что, на ходить коляске. умеешь, что ли? Да, чё? Зачем ты это в кресле сидишь? Да, просто, наверное, колесик бар, кресло жоқ та, мынаумен удобно, туда-сюда катаешься, еще тұрмайсың. Это же инвалидное кресло. Где взял? Алдында бір инвалидтен біреу ұрлап кеткен ғой, прикинь. Құдайдан қорықпайды адамдар. Ұрлап, оны ұстап алдық, потом қамап тастадық. Теперь вот хозяина ждем, что-то долго не приходит. То ли работает, или тренировка дома, білмеймін ғой. Как он придет? Как он придет, дебил? Он же инвалид. Короче, сегодня же это кресло отвезли, поняли? Так Хозяину. точно. Сегодня же. Все. А это, вас как зовут? Капитан Медет Аманбаев, сержант Базарбаедель. Очень приятно. Сержант Мельдбеков Бахытжан. Давайте мен сіздерді кабинетке провожу. Пойдем. Спасибо. Серик, ты с ними дальше Так. сам? Так точно, шеф? Мне Так. ехать надо срочно. Ужас. Можно на пару слов тебе? Есть.
Все, работайте. Ну давай, Серик, делай красиво. Ну-ка, середине вставайте. Ага. Добрый день, господа коллеги. Че, представляться не будете? Здороваться? Здравия желаю, господин капитан! Вот, смелей. Я понимаю, вы не особо хотите, чтобы я был вашим. Блин, ребята, я, конечно, особо не знаю, как в России приветствуются. Но, по-моему, точно не господин. А у вас господин, это вообще давно? Нет? С каких времен это пошло? Господин. Как-то это... Не знаю, ну, товарищ, это что-то из советских времен, да, но хотя товарищ капитан, товарищ майор, как будто бы это правильнее, что ли. А господин, ты человека как будто бы превышаешь, что ли, да, или сам человек возвышается над всеми. Мало того, что у него звания и должности, и различные полномочия, так еще и господин. Это уже что-то такое на личном, что ли. Вот тут пишут, в армии тоже. Да, в России говорят товарищ, а в Казахстане вот пишут, в армии даже говорят господин. Ну, блин, что-то не то, ребят. Обожествляешь. Да, ну какой господин? В смысле господин? Товарищ, ну или другое слово какое-то можно подобрать. Ну, наверное, не господин. Но это ладно, так. Лирическое отступление. Командиром взвода. Но у вас другого выбора нет. Я ваш командир взвода. Смиритесь с этим. Зовут Серик, фамилия Умаров. Теперь мы будем вместе работать. К сожалению. К вашему сожалению. Я вам что хочу сказать. Стойте. Я почему-то этот момент только сейчас осознал. Он всегда был Омаров же, да, получается, в патруле? Всегда был Омаров. Ну, понятно, да, его в жизни зовут Рустем Омаров. А тут он Серик Омаров. Это что, совпадение? Или что это? Это же... Вообще такого я почти никогда не встречал, чтобы актера в жизни фамилия была такая же, как и в фильме. Нихера себе, ребят, это какой-то прецедент, блядь, или как это там называется, такие вещи. Но только сейчас, ребят, только сейчас обратил на это внимание, и нихера себе, как говорится. Серик Умаров. А где ваши жилеты, кстати? Наши, да? Вы что, гоните, что ли? Надо всегда жилеты одевать. Хотя нет, давайте так сделаем. Вот каких-то там, когда будет там наши бастыктар собирать, там еще какое-то общее собрание, построение, все одеваем жилеты. В принципе, когда я с вами, можете не одевать жилеты. Я как бы в этом плане лояльный. Но это не всех касается. Вот вы вдвоем конкретно в этих жилетах живете. А что за Даже жилеты? мыться в душ будете. Бронежилеты, да? Когда спать будете, эти жилеты. Круглосуточно, чтобы одевали. Понятно? А за этим всем будет следить мой заместитель. Познакомьтесь. Темирбеков Олжас Фархатович. Конечно, у меня не должно быть заместителя, но я хочу, чтобы у меня был заместитель. Ребят, я вам хочу что объяснить. Вообще, кто такие полицейские, вы знаете? Я не такой монстр, как эти двое про меня говорили. Я хочу вам сказать и объяснить, кто такие патрульные полицейские. Патрульные полицейские, это, вы же сами, наверное, знаете, это щит. Щит народа. Гражданский, наш народ, он должен всегда чувствовать безопасность. Правильно? А вот с такой рожей толстой, неблагодарной, как он может быть в безопасности? Правильно? Да. У них всегда есть страх, что вот видят они патрульную полицию, они боятся, что их остановят. А у них не должен быть страх, они должны верить нам. Поэтому, не дай бог, кто-то из вас берет взятки, подарки, неважно что. Хоть кто-то будет связан с коррупцией, сам, лично приду и придушу вас. Или сдам. И тогда
завтра вы можете оформлять и прокурорских, и антикор, и судей. А чего вам бояться? Оформлять всех. Если они нарушили закон, Хорош. оформлять по полной. Хорош. Особенно надо оформлять своих родственников. Это отсылочка к предыдущим сезонам. Я не помню, каким уже, но там, по-моему, Серик своих прямых родственников, да, там что-то сестру, что ли, оформил или что. Я просто не помню, какой сезон, да, но это было забавно. Братанов, друзей, одноклассников, жиждей, буле, фуле, куле, вот это все. Ребят, конечно, в реальной жизни, наверное, такого хоть не мать бывает, родную, понятно. хоть дочь родную. Всем понятно? Так точно! Вот другой разговор. Реальная жизнь, она более приземленная. Так. Уходите. Нет у меня денег, быстро отошли. В смысле денег? Он по форме. Я вообще-то по другому вопросу пришел. Он же по Может, форме. откроешь? Не открою я вам дверь. Быстро ушли, не буду я оплачивать этот кредит. Какой еще кредит? Ну, за которым вы пришли, быстро ушли. Нету денег, говорю же я. Она думает, Казым, он я коллектор, не что ли? собираюсь брать с тебя денег. Я вообще-то по другому вопросу пришел. Может, откроешь дверь, пожалуйста? Угу. Всегда так врете. Не буду я открывать дверь, не буду ничего оплачивать. Быстро ушли. Кстати, он же 2 раза ее назвал дочкой, да? Кызым, это же дочка получается. Но она как-то не обратила на это внимания. А он уже так батю врубил. С первых нот. Может, все-таки откроешь дверь, пожалуйста? Так говорите, я вас прекрасно слышу. Как бы это сказать, а? Казым, в общем, я твой отец. Охренеть, да? Через дверь такое услышать. Казым. Так, ребят, стопэ, блядь. Что происходит? Он ее видит впервые в жизни. Он же ее видит впервые же в жизни. А нам это так преподносит, как будто бы она его узнала. Ну а как она может узнать, если она его никогда не видела? Ну так, в принципе, любой может сказать, в том числе и мошенник, да, с определенными намерениями. Что-то тут как-то немножечко, не знаю, как-то вопросы возникают, короче, вот при просмотре конкретно этого момента. Вот тебя как зовут, например? Мирас. Мирас? Сколько раз оформлял своих родственников? Не раз. Потому что ты кто? Мирас. Мирас. Просто я сирота, я с детдома. О, жестко. Сори. Жестко. А тебя как зовут? Жандос. Жандос. Вот ты сколько раз оформлял? Не раз. Потому что ты Мирас. Я тоже из детдома. А, ё-моё. Сори. А тебя как звать? Махжан. Махжан? Родители Сколько раз есть? ты оформлял? Маму и папу оформлял. А почему? Ну, за то, что они заставляли на них говорить мама и папа. Это жены родителей. Слушай, а есть люди, которые психологически не травмированные, такие обычные? Секунду. Шеф звонит. Сейчас я переговорю. Блин, ребят, ну другое дело. Ну не то чтобы прям вау, да? Вау, это плохое слово, нельзя так говорить. Вау, никогда не говорите, блядь. Но по сравнению с первой и со второй серией, ну здесь что-то уже наклевывается, что называется, по части юмора. Не знаю, может мне так кажется, может я хочу это видеть и слышать. Может быть, не знаю, ну вроде ощущение есть, как будто бы эта серия поинтереснее, что ли. Посмешнее в каких-то моментах. Короче, Серик ушел. А что значит? Я начальник. Понятно, да? Равняйся! Смирно! Вот так вот. Когда Серика нету, я главный, понятно? Серик пришел, я не начальник, все. Так, где я остановился? А, да, насчет психологической травмы. Тебя как зовут? Черт? Чмо? Талгат. Талгат, вот скажи ты мне, ты же мне хочешь сказать правду?
Да? Вот эти ребята, они же не с детдома, они же мне соврали, вряд ли они сироты, да? Да, врут. Да? Да. Вот, познакомьтесь, терпила. Видите, какой он? На ровном месте вас подставляют. Вы его боитесь, он еще шефу может сдать. Я знаю его. Имей в виду, и тебе будет сложно со мной работать. Может сразу уволиться, а может там по ситуации поймем. И его вот этот Дейл, Чип и Дейл вы еще будете. Так, ребята, всем задача сегодня. Каждый из вас должен оформить своего родственника. Если сегодня протоколов не будет с родственниками, значит, я сделаю так, чтобы вы уволились. Всем ясно? Нихера себе, ребят, вот это приказы, конечно. То есть, как бы нарушил, не нарушил, да, не волнует. Приказ на родственника. Ну, не приказ в смысле, а оформление. Охренеть. Что-то, по-моему, Селик тут немножко перегибает. Ну, понятно, да, его так встретили, и он сейчас просто, ну, не знаю, в какой-то степени, наверное, мстит. Ставит себя. А я всегда знала, папа, Даже если что пешеход, вы в принципе, да? Ладно. Если бы знал, что у меня есть дочь, я бы сразу приехал бы. Просто об этом я узнал только вчера. Зато ты у меня такая красавица, Владиславовна. Спасибо, пап. Кстати, мама много хорошего о вас рассказывала. Кажется, она не врала мне. Да? А где она сейчас? А она сейчас в Астане живет, у нее там вторая семья, а я здесь. Я вот живу у дяди и у тети. Я там работаю в салоне. Кстати, учусь параллельно на визажиста. Ой, молодец, кызым. Ты вот это, дверь не открывала, денег нету. Что, у тебя проблемы У него кредиты. Да нет, там я, кредит брала. В тот раз приходили Каспирет? коллекторы. Думала, в этот раз тоже. А так все хорошо у меня. Кредит? Сколько там? Так. Там где-то мало осталось, 1150 примерно. Да, 150. Ну это же тенге, а не долларов, да? 150, говоришь? Ну-ка, скажи свой номер, я тебя переведу сейчас. Да нет, не надо. Вы что? Я сама его оплачу, там еще мало осталось. Доча, я должен был растить тебя, обеспечивать тебя. Кто знает, если бы я был бы рядом, ты бы не брала бы эти кредиты. Так что давай. Хорош, хорош. Прям такой чисто по-отцовски, да? Решил наверстать упущенное. Но это же не может быть ошибкой, да? Она же, наверное, его дочь. Она же не мошенница никакая. Вот у меня какие-то нотки сомнения зародились в голове. Зазвучали так. Она точно не мошенница? Ну нет, она же дочь. Какая? Почему она будет мошенницей? Не, она же дочь. Сколько нужно, переведи себе. Вы уверены? Не стесняйся, давай, бери, сколько нужно, давай. Хорошо. Пап, если я сейчас переведу нужную мне сумму, то у вас останется только 20 тысяч. Вам нормально? Че, доча, я что-нибудь придумаю, все нормально. Точно мы? Да, точно. Впредь знай, что у тебя теперь есть я. Спасибо, папа. А что это за шарики? Праздник какой-то, что ли? Я не знаю, сам первый раз вижу. Господин капитан, Посмотрим, что из этого Заходи. выйдет, ребят. Мне кажется, это сюжетная Вы же линия зашли, да? с Я зигзагом хотел вам каким-нибудь сюрприз сделать. относительно его дочки. Слушай, это не ты И случайно Акылбек. здесь такой праздник устроил? Это все не случайно. У нас же праздник. Я как узнал, что у нас появится новый шеф, решил украсить тут все. Тем более у нас, как КНС, сегодня радостное событие. До этого у нас просто шеф был. А, кстати, я же вам номер хотел удалить. Сейчас при вас это все сделаем. А что он у тебя как? Любимый шеф написан. Не любимый шеф. Просто там не поместилось iPhone ностая минус Старбар. А, кстати, я торт привез. Там надпись есть. Там, С днем рождения, С чё? днем рождения? Почему с днем рождения? Да потому что благодаря вам у меня родилась надежда, что на нашем районе наконец-то будет тишина и порядок. Даже Едель охренел, ребят. Даже Едель в ахере. Нихера себе. Вот это он, конечно, да, блядь. Просто язык из жопы вообще не вынимает. Хорош. Братишка, сен көттің ішіне прописка отырып алыпсың ғой, я? Для меня слишком же, братан.
Да, ты это... Оборот избавь чуть-чуть. Да, мне это нравится, конечно, но при людях я открою. Ты что? Как она исходит? Наедине есть только, да? Ладно. Полирнуть можно. Что у вас тут? Какие еще проблемы, кроме ожирения? Ожирение деген әзіліңіз. Мощный кетті да, братан? Сука, видишь же еще. Че там по проблемам-то? Хорош, Проблема хорош. сол, братан, старый проблема ғой, банальный. Там алқаштар, ана ішіп келіп әйелін ұрады, домашнее насилие. И этот... кстати, самая главная проблема – это проституция. А что с ней? Нету ее. Так это же хорошо. Не, это может для вас хорошо. Для меня это нехорошо. Қыздар қарамайды просто. Сосын ана қыздармен шамалы. Так, ребят, меня же кто-то смотрит с семьи, но по-любому же есть, писали в комментариях. Это действительно проблема? Или это чисто так вот в сериале этот момент утрируют, немножечко утрируют? Семья это что, маленький городок, где 2 избушки и все, что ли? Нет, конечно, да? Сен түсінемін сен, ладно. Сол қиын шамалы. Ладно. А насчет бывшего начальника твоего, нелюбимого, кого-нибудь крышевал по району? Ой, тут он много кого крышевал. А сейчас кто крышует? Сейчас никто уже, все. Свято место пусто не бывает, как правильно. говорится. Мы тоже никого крышевать не будем. Да? Да? Правильно? Правильно? Да. Как она есть? Крышевать мы теперь никого не будем. Слово крыша. Поближе станьте, запарили. Слово крышевать мы заменим на слово контроль. А? Контроль же нужен, правильно? Правильно. Безопасность. Чтобы никто не дебоширил, не мешал торговле, бизнесу. Друспа? Как она есть? Дорспа. Поэтому начнем работу сейчас же. Будете показывать, кого он там крышевал. Поехали. Кет, еділ, курткаңды алсайшы. Болды, братан, браво. Братан, затылығыңыз мощный екен. Блин. Ладно, давай еще раз. Так, перевода нету. Что он сказал? Кет, еділ, курткаңды алсайшы. Мощный у тебя затылок? Браво. Братан, затылығыңыз мощный екен. Блять, это какой-то новый уровень. Сейчас, секунду. На. Закрой дверь. Ага. Малой залетел. Ребята, это, конечно, новый уровень в комплиментах мужчине. У тебя мощный затылок, блядь, такого я еще не слышал. Ладно, давай еще раз скажи. Затылығыңыз мощный екен, братан. Я артынан... Мынаның жеме түсіндің ба? Көті занят ол. Не, ну на фоне Главное, не забыли, да? этого типа я только, конечно, приуныл носить немножко. жилеты. Вы всегда, а вы когда выезжаете потом? А, это про эти, что ли, жилеты? Бля, я думал про бронежилеты он говорит. Блин, было бы эпично, если бы они в брониках стояли. А всего лишь желтые жилеты. Так, тут написали зад это жопа. А, так это они про жопу, что ли, говорили? Блин, ребят, ну это косяк перевода, потому что тут говорили на казахском языке, и субтитры были тоже на казахском. И я как бы подумал, что они говорят про затылок. А зад это 5-я точка. А, понятно. Ну да, тут комплимент тоже как бы достаточно неплохой. По фактам самое главное. А во-вторых, я же имена ваши не спросил. Имена я сразу говорю, не запомню. Харкавели. А вот, в принципе, если клички вам поставить, такие легкие, может и запомню. Вот, например, вы вдвоем все понятно, вы терпилы. Поэтому я вам жилеты вот дал, чтобы вы отличались от всех. Понимаешь? А вот, например, тебя как зовут, я забыл? Мирас. Ну, Мирас, будешь гитарас. Так точно. Так, тебя как зовут? Аслан. Аслан. Так, Аслан. Рифма? Осел. Ну, можно осел. Пойдет тоже. Прикольно. Имя? Улан. Улан. Рифма? Долбан. Банан я хотел сказать. Ну, в Ну, принципе, пускай будет. долбан. Да. Мне больше нравится.
Теперь главное, ребят, хотел еще добавить. Инициативные ребята. Пожалуйста, давайте мы, конечно, систему всю МВД не поменяем, но внутри, вот в коллективе можем эту систему поменять. Оформляете гражданский? Пожалуйста, по факту оформляйте. О, секундочку. Блин, что-то, ну... Так, сорян, ребят. Поговори сейчас у меня. Вроде Серик правильные вещи-то говорит, да? Ну, вот это вот отношение какое-то оскорбительное. И я не знаю, если это в сериале обыгрывается, то, как правило, в сериале отражается реальность, так или иначе, да, в любом сериале, в любом фильме отражается реальность, если это какая-то условно не фантастика или не гипертрофированная хрень. Я, конечно, не работал в МВД, да, вот в этих органах, но неужели это все так вот, настолько? Неужели это настолько? Или все-таки здесь это, ну, утрировано? Потому что хочется верить, что это только в сериале так, а не в реальной жизни. Вот так вот новый начальник. Ну ладно, да, эти два хрена накосячили, которые в жилетах стоят, но остальные-то, нахера остальных сразу гнобить? На этом же уважении не заработаешь? Или нет? Қалайсыңдар, чумалар? Короче, слушайте, если вдруг взрослых котейшек остановите, то не оформляйте их, хорошо? Понятно? Почему это? А при чем тут взрослые татешки? И жирные. Потому что они нежные, хрупкие, легко ранимые дамы, понятно? Сука, лжал, блядь, геронтофил Если что, мой какой-то. номер давать сразу. Так точно. Там уже зовут нас сейчас по делам. Это, ребята, ну, всем все ясно же? Так точно. Так точно. Ну все, давайте, гоу-гоу. Гоу-гоу. Работаем. Доча, мне на работу надо бежать. Ты заходи, если что, звони. Хорошо, все, что угодно проси, хорошо? Пап, вы же и так и мне кредит закрыли. Я даже не знаю, что мне еще просить у вас. Да, пока я жив, все, что угодно для тебя сделаю, хорошо? Хорошо. Я вас завтра на обед жду, приходите. Все, Замсо, иди, замерзнешь. Давайте. Давай, Пока. Хорошо. Блин, ребят, возможно, уже у меня какое-то восприятие испорченное, в кавычках, да, но я вижу вот в этом подвох. А может быть, нет никакого подвоха. Может быть, она, ну, скорее всего, просто его дочка, а он ей по-отцовски, да, в угоду того, что сколько его лет не было рядом, просто закрыл кредит и все такое. А я уже, ну, у меня уже деформированное восприятие благодаря реакциям на фильмы и сериалы, на различные другие, да, я уже здесь вижу какой-то подвох. А может быть, его нету, этого подвоха? Блять, профдеформация, сука. Вот-вот, как, блять, как-то все подозрительно. Чего, как сам? Пойдет. Слушай, ты на тот адрес, который я тебе давал, ходил или нет? Конечно, ходил, познакомился с дочкой. Даже не верится, что у меня такая красавица выросла. Ну, правильно, ты не верь. В смысле? Не понял? Короче, я с Шолпан поговорил. И, оказывается, я тебе тогда дал неправильный адрес. Ребята, блядь, чуйка. В прямом эфире, блядь, чуйка сработала в прямом эфире. Ну, это было видно. Я хер его знает, блядь. Напишите в комментариях, сколько вас таких, которые тоже поняли, что здесь что-то не то. Вот. Она все деньги его себе слила, да? Там улица не Касым Аманжолова, а Аманжола Касымова. Так это не моя дочь? Нет. Блин, как там? Мы с ней говорили. Их тоже папа бросил. У вас там совпадения были? Ну, значит, совпадение. Эй, еще, это для меня дорогое совпадение. Сколько? Я ей кредит закрыл. Сколько? 150 тысяч дал. Да ладно, Чуламаш, зато савап было. Какой савап? Кто мне теперь савап сделает? Савап, ты Может, же... она Я больше говорю, сняла? но я перепутал, но я же как лучше хотел. Теперь езжай на этот адрес. На Аманжола Касымова, дом 2, квартира 40. Твоя дочь там живет. Ну Чё? вот-вот, ребят, меня тоже этот момент сразу смутил. Когда они не виделись всю жизнь, и сразу такие слезы, сразу обнимания. Я думал, блядь, что-то режиссер где-то схалтурил. Оказывается, вон оно как.
этой девушке скажу? Ничего не говорю. У меня для тебя денег пропади, нет. И все. Тем более, тебе же не привыкать детей бросать. Все, мне ехать надо. Куда ты пошел? Стой на месте, куда ты пошел? Жесткая Как фраза куда? была. К детям своим. Жесткая. Я же своих детей не бросал. в свое время. Йоу, просто Как нет? уничтожает так Все, Аузен где? Аузен жаб. Короче, мне адрес не нужен. Дай ее имя. Мои там сами пробьют. Все, давай. Имя ее я не знаю, но если хочешь, могу номер дать. А что, у тебя номер был, что ли, все это время? Ай, пасек моя! Вечером я чуть не удочерил ее. Ищак. Братан, дожди, хуй говорит. Ищак ебаный. Скинь ее номер. Хорошо, сейчас скину. Вот, скину. Все, мне ехать пора. И сейчас звони. Давай. Пошел в жопу, малый. Ладно, шеф. Мало зарабатываешь, что ли? Теперь этой девушке сказать. Храни добро, о, храни добро, храни добро. Ребят, спойлеры мы, конечно, смотреть не будем. А следующую серию также на стриме посмотрим. Ребят, ну что, какие у вас ощущения? По мне так уже более-менее смотрибельно. Более-менее, да. Конечно, разница ощущается по сравнению с первой и второй серией. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Потому что вот эти первые серии, они как бы были, ну, вступительные, что ли, да. Нас вводили в курс дела, что и как. А сейчас работа на земле. У них же это так называется в полиции. На земле работа. Вот, собственно, она и начинается. Она уже началась. Так что за такими моментами всегда гораздо интереснее наблюдать. Ну, конечно же, все зависит от режиссера, да? Позволит ли он нам насладиться работой на земле или нет, узнаем в следующих сериях. Ребят, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch, вот кто прямо сейчас смотрит, регистрируйтесь, подписывайтесь на Twitch, там будут выходить реакции на патруль. Вот откуда вы сейчас смотрите на Твиче. Давайте все подписываемся и ждем в самое ближайшее время. Ну как самое ближайшее время? Получается, через парочку дней посмотрим 4-ю серию также. Так, ладно, ребят, давайте, если есть какие-то вопросы, еще буквально пару минут пообщаемся. Ну и на этом будем завершать. Так. Go клип Садрадина сегодня новый вышел, я еще не смотрел. Блин, давно не делал реакции на музыкальные композиции. Очень давно. Ну, не знаю. Так, надеюсь, ты прочитал старый комментарий про Рустема Омарова. Так, а что тут было? Интересный факт. В реальности актер Рустем Омаров в «Патруле», Серик Омаров, Амир Серик. Да. Говорят, это он так просил в «Патруле» фамилию свою с вымышленным именем, чтобы перед родственниками понтоваться. А в Амир, чтобы делать вид, что он как раз тот самый Серик из «Патруля». Ни хрена себе он, конечно. Блин, вот вы думаете, актер, продюсер уровня Рустем Умаров будет что-то делать, чтобы понтоваться? А зачем? Это и так как бы все ясно и понятно, кто он и что он, и какая величина у него в Казахстане. Что-то, я думаю, по поводу понтоваться это такое себе. Хотя, как бы, ну, ничего не исключено, да? Но все же, ребят, но все же. Конечно, сразу глухаря. Глухаря мы посмотрим, ребят, на Бусти. Глухаря мы посмотрим на Бусти, но чуточку попозже. Сегодня еще и фильм на реакции будет. Еще фильм посмотрим. Так. Очень жду твою реакцию на Бажа 2. Ребят, ну не знаю, ничего, конечно, не обещаем. КВНщики рулят и снимают стоящие, чем те, которые учились 4 года. КВНщики это про Бажа, да? Там же КВНщики, да, снимаются? Это имеется в виду. Так, было видео из Уральска. Вроде снимали скрыто, как командир роты орал на подчиненных, материл и избивал.
но, к счастью, его уволили и завели уголовку. О, нифига себе. Ну да, кстати, хорошо, что дело естественным путем закончилось, да? Арест и уголовная статья за превышение должностных полномочий, я так понимаю. А возможно, еще и за нанесение тяжких телесных. Уже посмотрел, да, ребят, мы уже посмотрели видео, реакция, кстати, очень классная реакция получилась, потому что классная серия на Бусти. На Бусти улетит вот прямо сейчас. Прямо сейчас все это окажется на Бусти. Можете переходить, подписаться на Бусти и, собственно, тут же посмотреть. А на Ютубе все это появится через какое-то время. Допустим, завтра, послезавтра, я не знаю. Так что всех жду. Всех жду. Ну да, Рустем Умаров из «Патруля КВНщик». Это да, это я знаю. Все проекты с Салем Social Media КВНщики снимают. Но окей. Так, ребят, давайте еще раз всем большое спасибо за то, что смотрите и поддерживаете на Ютубе, на Бусти, вот уже и на Твиче. Подписывайтесь, нужна ваша помощь в виде активности. Комментарии, лайки, репосты, все это, конечно же, приветствуется. Ну и давайте будем на этом закругляться. Все, всем пока, удачи, до встречи.